Молдо называли. Был такой Молдо, Нурмолдо называли. Да? Нурмолдо, он обучал детей так, кому, например, география интересна, да? С ними он пошел по этим аулам и гору показывал, вот этот камень, вот тектоники он показывал, так обучал. Биологию, значит, вот дерево, это. Вот этот интерактивный метод, экскурсионный, да, он обучал тогда, это до революции. А после революции, вот во время Советского Союза, мы все говорим, ой, при Советском Союзе такое обучение было все там, лекционно, лидер был только учитель. Нет, такого не было, частично было такое, но лабораторная работа у нас была, да, химия, биология. У нас было еще практические занятия было, но такого не было, что детей делить, учить. Почему американцы начали? Потому что все обучались и в Америке, и здесь тоже. Одни отличники были, в основном. При Советском Союзе отличников очень много было. Но никто не приспосабливался к жизни. Вот приспособление к жизни или компетентность. Вот тогда у нас тоже 8 лет назад, по-моему, было такое семинар, или нам задание было компетенция человека, компетенция. Мы вначале вообще не понимали. Оказывается, это одним словом методика. Это очень много у наших детей, потому что любой ребенок, если не может он писать, даже читать, он что-то умеет. Была при Советском Союзе задача перед партией, перед комсомолом, такая задача была всесторонне развитого человека воспитывать, всесторонне развитого. Это что это такое? То есть человек должен уметь водить, мы водителей обучаем. Человек должен быть шить, хоть он мальчик, он должен уметь. В армии никто за ними не будет обслуживать. Должен готовить и уметь полы мыть, и себе стирать там. Все должен уметь. Значит, это всесторонне развитый человек должен быть. Мы вот учим.